ТикТок-шоу на новом радио. Это ТикТок-шоу, это Зарка, это Умит, это новое радио. Наши гости, наши перчики уже в студии. Наши перцы уже в студии, друзья. Давайте перцам просто поаплодируем. Здрасте, здрасте, здрасте. Ей, салам алейкум. Вот, говорит с нами йоу-йоу-йоу. здесь Занджабиль, Бро, Фред и Матеуш. Салам алейкум всем, дорогие друзья. Салам алейкум, Душанбе, да? Я не знаю, мы в Душанбе. Салам алейкум, Душанбе. Да, друзья, чтобы вы понимали, у нас в гостях очень крутые ребята. Они вообще прям настолько крутые, что они умудрились замутить очень крутые хот-доги. Вот так вот. Да, у них и не только свои вайны, а также своя кафешка. Занджабиль Бро кафе. Да. Ребят, кстати, у вас есть шанс прорекламировать. Давайте на всю страну. Да, у нас есть Занджабиль Бро кафе. Добро пожаловать. Так, где оно находится? Очень креативные ребята, очень. Так, друзья мои, пед-институт. Окей, let's go. И опера-балет возле волны. Вы будете проходить и увидите эти яркие надписи. Это очень круто, ребята, я за вас очень рада. Послушайте, я хочу, во-первых, респектануть вам, пацаны. Спасибо огромное. Взаимный респект. Okay, let's go. Thank you so much. Ладно. Этот момент мы просто пропустим. Да. Но если, друзья, вы хотите узнать, что было, то просто подписывайтесь на наш YouTube, и скоро вы узнаете, что тут было. В общем, пацаны, мы позвали вас сюда не просто так, окей? Мы знаем, что вы у нас мало того, что блогеры популярные, так еще и тиктокеры теперь. Да? У вас же все вот это вот, оно да, же, конечно. да, на мази, как говорится. Да, конечно. Слушайте, давайте вот то самое. Вот у нас инфа есть по вам. Сейчас будем говорить, а вы просто говорите, верная инфа или нет. Да, сейчас Давай, насчитывается аудитория в ТикТоке 28 200. Верно? Правильно? Да, верно. А в Инстаграме уже 117 тысяч, но 117 тысяч, а просмотры, конечно же, до 200 и больше даже Верно? Верно. поднимаются. Так, еще что? Направление у них вайны, и также вот мы уже как сказали, что у них есть своя кафешка. Направление вайны и кафешки. Хорошо. Окей. Слушайте, парни, у нас есть масса вопросов. Мы хотим узнать о вас больше, а также слушатели хотели бы узнать о вас больше. Первый мой вопрос. Смотрите. Значит, что вы выберете? Ламборгини или троллейбус по городу? Ну, Давай, покажи свое истинное лицо. если бы я жил в Дубае или где-то в другом месте, я бы выбрал Ламборгини, конечно. Ну, в Душанбе я выбираю троллейбус. Разгоняться от одного светофора до следующего, это не очень удобно. Зато с народом. Зато с народом. Народные пацаны в народе, при народе, у народа, за народ. Я сейчас говорила про ламбу. Это ты разгоняешься от одного светофора до другого. Теперь все понятно. Молодец, а Фред-то не понял, сидит такой, об чем она говорит? С народом Нет, говорит. просто про скорость сказала, наши троллейбусы тоже очень хорошо гоняют, поэтому... Да, И кстати. там есть кондиционер. Серьезно? Да, недавно Йоу. мы прокатились, там было интересно очень. Матеуш об этом так сказал. Мы меняем программа. Там есть кондиционер. А у нас в Африке нет кондиционера. Да, Матеуш оттуда, кстати, из Камбоджи приехал. Окей, слушайте, народ, вопросов на самом деле масса. Готовы ли вы отвечать честно? Конечно, давайте удивите нас. Прям очень честно. Конечно. Ну все, слушайте, очень сильно вас мы сейчас удивим. Каким образом? Дело в том, что вот люди, которые тут сидят, они не просто пришли. Они хотят, ну, как-то Правда. Загасить нас. не спросить, а поинтересоваться. Не спросить, а поинтересоваться. Окей, народ, у кого из вас есть вопросы, можете просто взять микрофон и подготовить свой вопрос. Следовательно, вы сможете его смело задать вот этим двум молодым людям, у которого кепка. Слушайте, ну вообще какие-то кипарные. Кепочные. Окей, значит, Зарка, у тебя много вопросов. Let's Да. go, задавай их. Первый вопрос. Насколько я знаю, что у вас одна из самых отличных интеграций в таджикском сегменте Инстаграма. И насколько я знаю, что вы не рекламируете все подряд. Согласен. Скажите, пожалуйста, как это вы вообще выбираете? Так, в основном мы... что мы не рекламируем? Мы вот кальянные... кафешки, потому что у нас своя кафешка есть, мы не можем как бы... Было бы глупо, да? Да.
И там бары, рестобары, именно все, что связано с алкоголем, с дымом. Ага, потому что скоро у вас наверняка будет свой рестобар. Нет, да, вряд ли, потому что у нас были предложения по этому поводу, но мы отказались от этого, поэтому... И там много, вот перечень вот этот. Недавно мы перестали рекламировать букмекерские конторы. Еще что бесит, это вот муйсар меброя, вот этот бальзам для волос. Да, лекарства. Почему мы не рекламируем? Даже если это лекарство, она оригинальная, прям эффект дает, все нормально, все хорошо. Никто не но знает. организм людей не одинаковый. Вдруг у кого-нибудь где-то какой-то побочный эффект будет, потом мы себя не простим за это. Поэтому мы лекарства не будем рекламировать. Ага. Букмекерские не будем рекламировать, кафешки да. мы не будем рекламировать, Дым, мы ничего алкоголь не будем рекламировать. Зарка, да. зря мы с тобой замутили твою косметику. Они не будут ее рекламировать. Еще по-любому. самый прикол, гивы мы не рекламируем Оу. ни за какие деньги. Оу, а что это было у вас сегодня? Я пока всё мы видел. свое не сделаем. Столько гивов, да, уже в Инстаграме. Признавайтесь, откуда были эти доллары и золотые слитки? У меня сейчас вопрос к Фреду. Окей. Лично к Фреду? Да, насколько я помню, ты занимался рэпом и также танцевал хип-хоп. И брейкданс, и брейкданс. паркур, и битбокс. То есть... Проще сказать, чем ты не занимался, да, Был в походу? очень популярной рэп-группе, да, называлась West Side West Side Production. Я была их фанатами, я слушала все их песни. О боже, он был моим кумиром. Вот. Я тоже занимался, кстати. Да, Танцами кстати, или Ты же рэп? рэп читал. Танцами, битбоксом, Ты же рэпом. сказал, что ты не рэпер. Я специально сказал, у нас просто тогда мы читали такое. Просто сейчас Рэп. восприятие рэпа, она другая. Раньше было по-другому. То есть раньше вполне нормальные взрослые люди читали о рэпе, там у них был смысл в текстах, они не орали, не ныли. Там были реальные текста, о которых можно было задумываться, да? А сейчас? Вот. Реальные текста, о которых вот даже думать не надо, да? Каждый второй, кто расстался Не, со ну я своей бы не девушкой, сказал, да? есть реальные рэперы, которые читают, но вот эта массовка закрывает их, потому что массово смотрят вот эти неоригинальные рэпы, поэтому этим единицам сложно, то есть среди этих показать, что на самом деле рэп какой. Да, рэп какой? Слушайте, вопрос, значит, человеку, который сидит и ничего не говорит. Не, обычно так есть, обычно Фред говорит, я молчу. Фред говорит, я молчу. Да, Друзья, я- Матеуш и Занджабиль Бро. А вот здесь сейчас я исправлю Матеуша. На любом интервью, на любом собеседовании, где бы, что бы не было, всегда я разговариваю, потом выхожу, Матеуш, чида гавна зады? Ми га, ох, макам, таркинда, гавзанюз, ягу интервью, уруси, бушамая, намут гавмезану. И тут вот, пожалуйста, интервью на русском языке. Матеуш молчит. В привычку вошел, наверное, не знаю. Я не молчу, я не молчу. Я просто Я- не говорю, да? Я У нас, медитирую. кстати, вчера был спор с Так. Умидом. Я говорю, что его зовут Матеуш, а он говорит, что нет, это какой-то никнейм. Скажи, пожалуйста, и развей вот честно, эти наши вот... Я думал, что споры. тебя как минимум Мехрубон зовут, но не Матеуш. Ну, по паспорту. Как тебя зовут? Не, да? Сейчас ну, он вас точно. удивит. Точно не Мейрубон, меня зовут Матуш. Очень креативный человек в плане выбора никнейма, да, такой. Букву добавил. Просто такой, надо что-то сделать, Фред, что сделаем? Давайте добавим букву. Твои соседи ништяк. тоже слушают, они скажут, обманщик. Так вот, ты такой, да, вот Да. это вот, дуракой. Нет, честно сказать, да, честно Да, давай сказать. честно. Ну, меня зовут Азам. Азам? Вот вам сюрприз. Мне кажется, И этот никнейм не я придумал. Ты про Азам или Матеуш? Мне- Про Матеуша мне придумали пацаны. То есть они, как это, внедрили это. То есть я был против в свое время, против этого никнейма. То есть даже конфликты были, не обзывайте меня так. То есть они обзывались, понимаешь? Я тогда был маленький. Давай, что тебя еще тревожит, Матеуш? Мы выслушаем. Тревожит то, что зима, не люблю солнце. Понимаешь? Понимаю. Это тревожит. тебе это нужно тревожит. где-то в Майами жить, да? Да, конечно. Кстати, если честно, с внешностью Матеуша он бы легко просто втиснулся бы в любой мексиканской тусовке. Вот реально. На самом деле. На самом деле. Hola, amigo, ¿qué pasa? ¿Qué es? Buenas noches. Lacrimosa de Quaresma. Como é lo adnesma. Си, друзья, немножко De непонятного Brasil, языка. de Brasil. Карл Клар украл кораллы.
Да, а Клара у Карла украла кларнет. Воу, слушайте. Фред, а ты я же говоришь, говорю. он не говорит А на ты русском. говоришь, Фред. Наушники мешали. Друзья, у нас тут, значит, в студии есть народ, который жаждет задать вопросы вам, ребята. Я прямо сейчас уверен, да. Парни, ребята, у вас есть вопрос? Окей, есть вопрос, берем микрофон и задаем его прямо во всеуслышание. Все. Всем привет, друзья, привет всем слушателям, здравствуйте, Занджабиль Бро, Салам очень алейкум. рад с вами увидеться. Мы на новом радио, сейчас я хочу задать свой вопрос, но он, наверное, будет такой больше в формате диалога, потому что такие последовательность вопросов. Так. Он касается ваших рекламных интеграций. Суть в чем? Я наблюдаю за блогером в целом, потому что, последний год это была моя профессия, и я замечаю то, что почти никто из блогеров не делает рекламную интеграцию через контент-маркетинг. В каком смысле? То есть продукт, в основном блогеры рекламируют как? Салам алейкум, хочу сюда, другим подписаться к ней, есть чухари. И вот фишка у блогеров. Да, Я у недавно вас я узнал. увидел в первый раз рекламную интеграцию, когда вы уже вот именно ищете то, что будет интересно целевой аудитории, снимаете под это контент. Вот, и вопрос следующий. Допустим, вот у меня есть сервис по доставке цветов Defior, и я хочу сделать с вами рекламную интеграцию. Чтобы было понятно, мы доставляем цветы, там цены такие же, как и везде, доставка бесплатная. Что вы придумаете такое интересное, чтобы я согласился сделать с вами рекламную интеграцию, несмотря на цену, чтобы я даже не думал? То есть можно сказать идею, Да, и можно сказать ее идею, кто-то как бы я не украдет. боюсь, что ее кто-то украдет. Не, почему-то представил цветочный магазин, цветы, например, я подхожу и начинаю нюхать цветы, так. Вдыхаю, короче, и показывают. Тебя задерживает полиция. Со словами, у нас в городе, извините меня, цветы не нюхают. Смотри, я, значит, глубоко вдыхаю, просто вот так. вопрос с креативом. Просто мимо прохожу, и мне интересно, я вдыхаю вот так. И вот так вот делаю, и здесь пчелки вот такие, короче. Наши цветы экологически чистые, без пестицидов. Он еще и это слово вспомнил, пестициды. Это было на И там даже можно додумать в ноздрях это шмель или... О, господи. Хорошие идеи пошли. Там конец торчит такой. Что вы? Да, движется. И теперь... И шмель говорит, говорит, вот наши номера, йоу, короче. В ноздрях. Если на импровизацию сходу мы вам такой скинули, то представьте, если мы посидим и подумаем, что мы сделаем из этого. Вот это поворот! Очень классно, на самом деле, это реально круто. Ребята очень креативные, поэтому обращайтесь к ним. А если нужны цветы, обращайтесь к Defior. Всем хорошего вечера. Спасибо большое. Сейчас будут еще больше интересных вопросов. Спасибо. Круто. Отличный вопрос. Нам очень понравилось, что мы... Новое радио, ТикТок-шоу. Мы найдем вам рекламодателей. Окей, Обращайтесь. ребят, у кого еще есть вопрос? Может, у девчонок есть вопрос? Да, кстати. Может, магазин есть у вас? В студии не только парни, но и девчонки. Представьтесь, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Тамано, рада со всеми вами познакомиться. Спасибо. Неожиданно. Там оно. Да, Там оно. очень приятно. Очень приятно, У взаимно. меня вопрос в том, что вы снимаете видео, да, и снимаете вы их чаще всего в людных местах. То есть, я понимаю, одно дело прийти в театр, где понятно, что люди играют, да, а вы играете именно на публике, живой аудитории, да. Как они на это реагируют в целом, и что вы чувствуете в данный момент? Типа стеснение или, наоборот, кайф от того, что вы делаете что-то свое на глазах у людей? То есть, раскройте свои эмоции. Отличный вопрос. Супер. Спасибо большое. Ну, Тамано. на самом деле, я вот сейчас мое мнение скажу. На самом деле, я боялся вот этой толпы. Я даже, когда мы начинали, я сказал, а вдруг соседи увидят. А сейчас весь Таджикистан знает, да? И когда в людных местах, то есть я говорил, блин, Фред, ама не годора. Давай, короче, сосредотачиваться на войне. Вот. И я забыл мысль. Мне позвонили, я забыл. Типичный Матеуш. Здесь какой был вопрос? Что, Defior? Цветы есть же. И до публики. А сейчас уже более спокойно мы относимся. То есть бывало на короне снимали, то есть вот эта толпа, представьте себе, да. И нормально. Я бы сказал то, что это нелегко, но к этому очень сложно привыкать, потому что ты очень долго готовился к этому, приходишь сосредоточенно, хочешь сделать что-то, и откуда-то «Занджабиль, бро! Эй, говнест!» и
такой, И вот опять это- переснимать все это. И вот такие дубли бывают. То есть ты только вот все отдаешь для этого, ты начинаешь, входишь в роль, что-то там делаешь, и откуда-то какой голос. Чему дай дядечку кадры сними. То есть такое тоже есть. Когда- Часто нас отвлекают. Как раз недавно снимали, где Так. Мусофир ТД. Это вот это, где я просто хлеб пошел Да, повыше. Да, это знаешь, как тяжело было, то есть машина разворачивается, оттуда приезжает, эта машина должна, то есть на одном кадре это все, и тут другая машина вот так закрывает, чё Катя, Фред, чё Катя здесь? Чё, не Матеуш, да? Съемка идет. Вообще снимаем, опять начинаем, короче, и эта Они машина заново должна пошли, приехать. развернулись. Опять кто-то там, я не знаю, экскаватор был. или что? Экскаватор? Где снимали поле? Там реально был такой случай. И думаю, мира разворотный к нам и обратно. Следующий кадр. Поехали. Мотор. И раз мы начинаем снимать, и момент, где другая машина должна Так. прийти в кадр, и уже точка стопа. На этот момент я мужчин дигам мегзара, ай кафош буксир, кадеса я не к себе чура. И прям вот момент, я ми стоп кадри мода, хиба пешим разворот, и обратно уезжает, вот тросыш мекана. А этот мужик, который блин. служал, да, и он Моя уже быда, вообще... тросевая соска, телакада какой мужчина, раз цирка, и локация. Ла-ла-ла-ла-ла. Слушайте, это что получается? Это был один из самых дорогих вайнов, да? В Женугаста сколько вам приходилось, сколько там, да, постоянно дубли-дубли? Да, ну, один из сложных. Один из Не самое сложных, да? сложное, но Нервных, один из нервных. сложных. Нервный, да, такой? Нервный. Да. Тамано, да, отличный вопрос, супер. Сейчас смотри, что я сделаю. Это все вот, ну, благодаря твоему вопросу ты сейчас выиграла хот-дог от Занджабиль Бро. Не, на самом деле не только хот-дог. А еще что? Еще, вот, ну что ты любишь? Что ты любишь, Тамано? Деньги. Ну, ребята сами в поисках денег, поэтому давай что-то съедобное. Тамано, реально, что ты любишь? Наггетсы, ножки, наггетсы крылышки, классные, что ты да. любишь? Фри. Из еды? Да? Но мы Ну, сейчас то, что говорим они про могут тебе предложить. кафешку. Смотри, ты задала классный вопрос. Он хотела, да? Ты задала классный вопрос. И ребята, да, Привезут тебе. привезут тебе... Не, на самом деле, ты задал классный вопрос. Я считаю, что пацаны могут тебя вознаградить за этот вопрос бургером или... Да. У вас есть наггетсы? Да, наггетсы очень Отлично, вкусные, супер. наггетсы у нас всегда свежие, Прекрасно. наггетсы. Можно всех наградить бургерами, говорит наша Бургеры в зрительница. Бургеры в студию. Крути барабан. И вот прям видно напряжение в глазах Матеуша, типа Какое так, напряжение? Вы так, что? ребята, может остановитесь? Нету никакого напряжения. Есть сугубо волнение, да? Хорошо, есть еще, может, вопросы у кого-то? Так, все, отлично. Друзья, я прям представлю человека, который будет задавать вопрос. Я, воспользуюсь служебным полномочием. Друзья, это Шариф Джан Ховалинги. Давайте ему поаплодируем просто, потому что тоже... Да, Ховалинги. Это человек, который развивает стендап в Душанбе, наш коллега по стендапу и по юмору. Задавай свой вопрос. Всем привет, добрый вечер. Смотри, он Очень даже рад говорит с этой интонацией. Всем привет. Я думал, стендап. Вот я не понимаю блогеров. Можно и начать сегодня. Я очень рад вас видеть. Кстати, у меня уже есть бесплатная еда от Занджабиль Бро кафе. Я еще не воспользовался им. Да. Да ты шустрик. В общем, такой вопрос у меня. Как я знаю, вы вместе с 2007 где-то года, вы... Да, 6-7. 6-7, ну, очень давно. Люди и в браке столько не живут. Как вам это удалось? Нет, действительно, когда столько вместе работали, танцевали, там, читали, и вот сейчас снимаете вайны. Первый вопрос, были ли у вас такие моменты, когда вы устали друг от друга, вы раздражали друг друга как-то? И посоветуйте, как в команде работать так, что вот более уже 14 лет держаться вместе и вот так вот поддерживать друг друга. Это сейчас, знаете, пацаны, о наболевшем. О наболевшем просто. Слушайте, как собрать команду? Не-не-не, это не на... Ладно, на самом деле, пацаны... Действительно сложно тоже классный столько вопрос. лет вместе. Даже некоторые очень популярные мировые группы, они не работают столько вместе. И когда я узнал, насколько долго они вот именно дружат и работают, у меня был шок. Все, что он там, деньги могут вот это разделить, какие-то там проблемы. И вот столько лет... Да. Матеуш. Итак. На самом деле, до этого мы, когда ходили на интервью, мы говорили, что никогда не ругались, но этот день был. Этот день Был, да, все-таки? Да, был все-таки. На 65-м мы снимали вайн.
Это была большая ошибка. На 65-м микрорайоне. Да, на 65-м. Сама атмосфера уже была, хотелось драться, я не знаю, с кем-то. Воу, это прям гетто, что ли? Я не Хотели, понял. да, гетто вайн такой атмосферный снять, и мы там поругались, да. Но потом пошли, покушали. И все нормально, да? Ну, понятно. Голодными вышли на съемки. Ребята, те, кто хотят, начать, никогда не снимайте на голодный Я, желудок. кстати, тоже, когда голодная, очень злая. О, ты смотри, я Его интересовал вопрос, то, что как вы держитесь, Да, в чем как? секрет. В чем секрет? Да. Я думаю, секрет вот в чем. Я хорошо его знаю, он хорошо меня знает. И нет каких-то неожиданностей, сюрпризов. То есть я знаю, что он вот здесь, ожидаю, что он вот здесь сделает вот так, то есть вот так. А ругается из-за чего? Типа вот умеет там, да, что-то я не ожидал от него, умеет, а я ожидал от тебя этого, и все, мы не можем быть вместе, в плане... Нам пора расстаться, и дело не в тебе. Я думаю, в этом и еще Фред очень хорошо избегает конфликтов. Да, я думаю, другой был бы человек, уже бы мы подцапались, и Фред никогда я не видел, что он в разборках как-то драк не доходило. То есть он хорошо владеет вот этой психологией человека, знает, что сказать, как избежать, как увильнуть. То есть вот В общем, круто режет углы. Острые. секрет в нем, я думаю, из-за этого. Вот, Шериф, полноценный ответ. И самое главное, то, что Мурат дилом он софай, а я дигарим он ягон секрет. Брат за брата. Типа, не врем ради выгоды, потому что выгода у нас общая, ама пополам, и поэтому все равно каждый берет Заброй двор, стреляем в каждый берет поровну все, что мы имеем, то есть поэтому дилом он софай, ради выгоды мы не врем друг другу. Обычно это из-за того, что ради выгоды друг другу врут и начинают как-то там туда-сюда делать вот эти туда-сюда. Вот это туда-сюда. Эй, пацаны, вот я что предлагаю? Раз уж мы туда-сюда, туда-сюда, сделай пару раз. Слушайте, ребятки, Шериф, действительно хороший вопрос. Я думаю, что слушатели, много среди слушателей наших людей, которые хотят начать, да, только вот у истоков стоят своего начинания. Ребятки, самое главное, как вот подчеркнул сейчас Матеуш, это уметь резать острые углы. Это то, чем обладает Фред непосредственно. Я предлагаю вам сыграть с нами в игру. Знаете, я не знаю, почему я Пеннивайса вспомнил. Давай сыграем. Есть же вот это вот. Окей, давай сыграем, я готов, я жду уже. Ты уверен? Да. Именно, знаешь, такую фразу «инициатива наказуема». Вот именно поэтому первым мы будем играть с тобой. Окей, давай. Первым начинает у нас Фред. Да, первым Фред, ты знаешь, что делать, Зарка, Что да? нужно сделать? Так, у нас тут будут некоторые такие знаменитые поговорки, возможно, вы их все слышали, и тебе нужно будет, не думая, просто закончить поговорку. Мы будем Типа говорить такого начало. Демикелас Канда. Нет, это будет на... Айсари калму гирифтанам вешава. В общем, смотри. Я говорю начало поговорки, а ты конец, не думая, просто говоришь. Если ты знаешь правильно, можно правильно. Если нет, то ты просто отвечаешь. О, с этим у меня будет работать. Это должен был... Ничего подобного. Мы все Мы учли. для него подготовили что-то. Интересно. Вот это, Что-то чтобы хорошее. добавить концовку, это его конек. Да, смотри, итак, Фред, мы даем тебе леща ментального за то, что ты телефон не вырубил. И даем тебе 30 секунд, Фред. Ты должен прям на все ответить. давай, На все абсолютно. Там всего лишь, сколько там? Всего лишь 30, да? Всего лишь. Давай Давай попробуем, погнали. У меня Вот. с импровизацией чуть-чуть сложновато, ну давай У попробуем. меня с импровизацией чуть-чуть мопс, скажи еще. Да. 30 секунд. Давайте приступаем. Не думая. Максимально. Вот что первое в голову придет, так и заканчиваешь, окей? Окей. Все, Зарка, ты готова? Мы начинаем. 1, 2, 3, погнали. Без труда не вынешь. Не думай. Матеуш, можешь помогать? Работа не волк. В лес не убежит. На чужой каравай. Не поглядывай. Не Копейка зевай, не рубль. зевай. Дальше. Копейка рубль. Лучше имей 100 друзей. В тихом омуте. Черти водятся. Дуракам закон. И все, и пацаны поплыли. Первый блин. Дуракам карты. Чё? Первый, блин, дуракам карта. Где родился, там и... Пригодился. Все, время вышло. Вы, к сожалению, не... Я дакика бести. Подождите. Да, что Я происходит? 15 лет учился на таджикском. Этот был конек Матеуша. Матеуш учился
А ты... На русском, в русской школе, русский универ закончил, и он все вот это читал по книжкам. Я только по статусам одноклассника, вот пару из этих я выучил, я успел сказать серьезно. А ты думаешь, мы не знали, да, что вот оно вот так вот? Просто ты сейчас узнаешь игру, которую мы подготовили для него, и ты скажешь спасибо, что поговорки были мне. Ты просто скажешь рахмет дяде Умиду, брат. Окей, за дорогие то, что... друзья, я вот скажу то, что здесь я уже тупанул. Это ему, да? Здесь я тупанул реально, с этим у меня были затруднения, потому что только некоторые из них я слышал когда-либо или где-то, когда читал. Все, в основном здесь я, короче, ложанулся. Не-не-не-не-не-не-не. Матеуш. Вы не настолько жестокие. Да, Ты уже понимаешь, что его ждет? Мне нельзя есть, серьезно, эти вещи. Ты попал. Ты попал, брат. Смотри, все очень просто. Смотри, ты должен, да, мы даем тебе бит, мы знаем, что ты битмейкер, ты битарь. Мы это знаем, что у тебя очень крутые биты. Ты даешь нам бит. Я даю тебе бит, братан. Ты фристайл, должен, короче. да, ты должен фристайлить, но, как говорится, задача со звездочкой, при этом жуя перец. Я должен читать рэп-бит, жевать перец занджабиль и говорить в рифму читать. И при этом тематика, как я люблю эту жизнь. Ты готов? Я даю тебе бит, брат. Тебе не обязательно полностью его съесть. Тебе главное читать рэп. Да, Тебе вот главное сколько кусать. сколько сможешь просто. Ты готов? Все. Блин, это не ко мне, я рэпер здесь. Не-не-не-не. Сделали наоборот. Кстати, он в 2013 году участвовал на MC года и прошел на... Кто-то кого-то сдает. Не, подождите, я тогда был это было в молодым. 2013 был году. молодым. За это время может там многое измениться. Но не суть. Поэтому... А я хочу напомнить, что в руках у Матеуша сейчас очень острый, мощный Красный, где вы перчик. нашли его? Братан, Мы мы его искали. долго искали. Весь Специально Сахуа для тебя. перелили. Ты готов? Я даю тебе бит, брат. Он уже куснул. Какая тема? Тема «Я люблю эту жизнь». Ну, кусни нормально, что ты, в самом деле, давай, все. Эй, йоу. Кусай и читай. What you low? Shit. А, здесь нельзя материть. Я кусаю занджабил, я люблю свою жизнь, свою мысль. Я люблю своих друзей. У моего друга, его звали Сергей. Веселей, народ. Давайте заводить хоровод. Эй, йоу, это новое радио. Это все прям эмпатио. Не забывай кусать перец. Не забывай свои корни. Помни, я тебе всегда порядок. Мне кажется, перец На вообще самом не деле острый. я люблю эту жизнь. Я люблю своих друзей. Я это говорил, потому что я жил, проводил. Перец, не забываем про перец. Я жую перец. Нормально жуй перец. Ты же нормальный перец. Я люблю перец, потому что я не немец. Я таджик, настоящий мужик. И этот бит продолжается, чувак. Я тебе даю знак, и ты мне говоришь, сколько времени осталось. Нас мало осталось. Что? Окей, друзья, заканчиваем это. Это что? Это что? Здесь вода. Держи. Неловко, но было смешно, реально. На самом деле, Я тогда был молод. я Выпей кефирчик, конечно. что меня поразило, Сейчас слушатели скажут, вот, амо дами камда, то финала будага, кунишон тенки вода. Кто там был в жюри, да? Кто там сидел? не, если честно, Тарабози. смотри, мне очень понравилась фраза «Я люблю перец, я не немец». Я таджик, я настоящий мужик. Слушайте, это готовое музло для ТикТока. Че, как тебе, Матеуш, нормально? Просто тогда, в том году, я еще был молод, и перца не было тогда, чувак. И это жжет, и да. ты не можешь сконцентрироваться, придумать рифму. Так в этом и заключается вся игра. Ну ты справился, брат. Слезы на глазах. Жарко, да, по-моему? А мне кажется, что вообще он не был острым, потому что он спокойно его жевал. Он держался как мог. Так, давай, Не, Фред. у нас иммунитет. Стоп, тест-драйв. Фред проверит. Теперь Фред будет читать нам рэп. Так. Все так, богат. Острый. Еще там настоящий друг. Острый, реально острый. Занджабиль не Вы чувствует знали, что занджабиль. это острый? Мы Почему? знали. Бароки, кто-то тестировал это.
Ехали до Бузуровал Газден Бахадин, по-моему. Точно. Именно так. Знаешь, это когда арбуз проверяют, типа, реально спелый. При этом Матеуш продолжает жевать. Блин, убери перец, а то я буду его Давай, все. Кстати, хорошую идею подкинули. Бавайн Шамебинин. Опаньки! Новое радио, мы еще идеи для вайнов кидаем. Окей, слушайте, народ, как бы нам ни хотелось, нам приходится... не прощаться, говорит, до следующей пятницы, Зарка. Что ж ты сразу прощаешься-то, мать? Ты что? Ну, с нашими гостями. А вот с вами, пацаны, не хочется расставаться, честно. Вот хочется дальше продолжать беседу, но, к сожалению, мы имеем ограничение по времени, эфирное время. Значит, напоследок наша постоянная рубрика в ТикТок-шоу «Лайфхак от тиктокера». Как подняться, как стать популярным и какой вообще контент сейчас в тренде, что снимать? Тишина пошла. Мы не хотим создаваться на конкурентов, да? На самом деле, мы почему долго не были в ТикТоке, потому что это очень далеко от нас, вот эти танцы, манцы. И поэтому я не могу сказать, что мы тиктокеры. Мы просто берем вайны с Инстаграма и закидываем в ТикТок, и это проходит реально. Кстати, попробуйте не ставить хэштеги. Иногда мы не ставим хэштеги, и хороший оборот берет в топ, что в Ютубе, что в ТикТоке. Еще что хочу сказать. ТикТок очень такая платформа, где у вас больше шансов продвинуться, как-то прям раз и взлететь. Вот и все. Спасибо вам. Не за что. Я хотел Садись сказать, 5. что как чахчахнем вахтакам подружка, сюда там сделаем. Со всеми же можно договориться. Со всеми можно договориться. Пару бургеров. Время. Акалан я суати дигам он быта быкафоне мамджара. Хочу нашло. Реально большое спасибо, ребята, было очень весело, классно. Были вот такие сюрпризы, неожиданные, удивили. Спасибо за это. Благодарим также вас, что вы сегодня пришли к нам, здесь участвуете с нами. Это было реально очень веселое шоу. Матеуш, Фред. Ребята, давайте поаплодируем друг другу, что мы вообще сегодня тут собрались. Все красавцы, все. Еще поаплодируем тем, кто слушал нас. Давайте. Те, кто в маршрутке, те, кто дома. Все, круто. Друзья, это ТикТок-шоу, это Зарка, это Умит, это Новое радио. И сегодня с нами были мега крутые перцы, друзья, Занджа Бильбро, Фред и Матеуш, а также отдельный... Чё? Все понятно. И, естественно, отдельный респект и рахмет всем нашим зрителям, которые пришли в эту студию, не пожалев своего времени. Спасибо большое, друзья. Это было ТикТок-шоу. Не переключайтесь с нового, если хотите узнавать все новое. ТикТок-шоу на Новом радио.